Вроде бы пошла. Всем здорово, всем привет. Для тех, кто не спит, или тех, кто смотрит запись. Всем привет, всем здорово. Так, начинаем играть Зайчик. По мне кажется, это нормальная игра. Чисто прохождение. Интерактивная игра называется, походу. Заранее мне что-то предупреждали, что в сценах есть насилие и ненормативная лексика. Так что погнали. Сильную швейт, скорее всего, в окно когтями. Да. Он будет популярнее, был бесконечными песнями. Казалось, они кричат и смеются, и спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, на день и тени. Они по кровати и отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью странных зданий, которые поменяют только все убито. Галина Степанова, привет! Привет! Пытается рассказывать. Одинокий дом глядел на лес. Что... А чё озвучки нет тут? Можно выйти. Смутные мутающие видео не причинят вреда. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, это лишь мое воображение. Мне ведь уже 12. Но все же. Оба леса увидели, да? Эпизод 1. Перелети, сова. Кто-то что-то готовит, походу. Нажать должен. Убери книгу немедленно. Сколько раз говорила, не читай за столом, вредно. Сидишь, сутулился весь. А сейчас телефон, да, пытается убрать. Убрал. Я просто отложил книгу о прохождении Конора Варвара. Я послушно отложил книгу, да. Я все равно прочитал одну и ту же строчку 3 раза и ничего не понял. Оля уже позавтракала и взялась за печенье. Хрустела с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. А я все буравил взглядом Манку, словно не надоелся, что она рассосется сама по себе. Бля, у меня пиздец лингвистика. Смутно это все из-за бессонной ночи. Черная леса помешана. Вам нормально, да, видно? О, подождите. Так, надо это, чтобы тоже вы читали. Сделаю так. Вот так. Вот. Справедливо, да? Это даже можно сюда поставить. Угу. Чем дальше я тянул, тем холоднее становился комковатая белая масса. Да, знакомо. Будто медуза из подводной Одиссеи Кусто. Обожаю эту передачу. Интересно, на дне океана очень жутко. Ложка выпала из руки. Мама плеснула студенным взглядом зеленый глаз. Что я говорила?
Что ты говорила? Я достану. 10-секундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я нащупал ложку. А что это такое? Нацарапано снизу на столешнице. Карина. Карина. Ах, это же мамино имя. Видимо, это она в детстве накорябила чем-то острым. Оказывается, хулиганка была, мебель портила. Ох, меня бы она за такое неделю ругала. Напомнить ее шалости. Нет, что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты, а шорох на чердаке, а лесных дебрей. Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким, кратчивым голосом. Тайга — особое место, дитятка. Угу. Она к тебе присматривается, принюхивается, словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься, в беде не бросит. А будешь проказничать, схватит за бочок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, как случайно послушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб обувь и назвала его ласково гробиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный, с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Дом остался таким же, какими был при бабуле. Только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плоские, но зоркие, неживые глаза. Да, были такие фотографии в детстве. Я выбрался из-под стола. Оля расправилась печеньем и, как хитрый зверек, подглядывала на мою порцию. Я бросил взгляд на заиндевевшее окно. Снаружи темные сосны. Внимание. Да, пиздец, тухая нага ханада его обзайна. О, Оля, гляди, лиса! смотри, лиса. Где? Похоже на оптическую иллюзию на задних обложках тетрадок. Иллюстрация будут. Всем да видно. Вроде мешанина из черточек. Но если рассмотреть взгляд и посмотреть под определенным углом. Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. Слайбал. Да, сейчас. Я ничего не вижу. Живо. Совсем немного осталось. Вот. Но все равно не похоже. А я говорю, похоже. Не-а. Похоже. Прекратите! Ну что за дети? Хопот. Теперь я мог отыскать лису. Не мог отыскать лису. Она исчезла. Ушла. Лишь узоры
ползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. На кухню вошел папа, большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Мама, шутя, все просила папу: ну сбрей, колется же. Как давно это было. А теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости. Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего это все? Ради вас, отвечала папа, ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое убийственное слово на букву «Р». «Р». Раз. Вы поняли. Не хочу даже продолжать. Боюсь представить, что нас сестренка разлучат и разведут по разным семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова. Опять ты со своей совой. Совунья. Ты же вчера мне верил. Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец 2 детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи, возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова? Не было там никакой совы. Была. Глазюки огромные. Во, и светятся. Оля вскочила со стула и приставила руку к личику, показывая пальцами глаза, каждой величиной с яблок. В прошлом году бабай в шкафу, сейчас сова. Но я же видела. Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленными мышами покормить, например? Не подначивай ребенка. Просто мала еще, и спать одна боится. Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор. Мама снова смотрела отца. Бля. Минутная звезда раздалась мелодия из русалочки. Это была затертая до дыр кассетная пленка, которой папа уже склеивал однажды. Onu kasetler bablaşlar. Быхамар алаларын, характер емелі алаларын. Монтажтағы күділін. Қаднығыра терезаға быхамарын скочтайған. Ах ты, за них. Мама ушла в бассейн, и остался один беспокойный взгляд, двое окна. С тех пор, как мы переехали в этот странный дом, бэм гайреп, очень под одеялом. Порой, вскакивая среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон, мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. Баст, курюбликань. А потом мне привиделось это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержима свой. Четко, чего только родители не делали, на какие ухищрения не шли, чтобы искоренить ее страх. Оля прочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать. Так теперь относится к словам сестры. Могут ли кошмары быть заразными? Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. До занятий оставались несколько дней. Воображение рисовало длинные коридоры, они заполнены детьми. Но ученики за партами были темными, словно возле
остров, покрытый контурами. Посередине их черных листьев зияли глаза, другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур. И столько жестокости было в этих глазах, столько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быстрее получится? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что, лишь бы не идти на уроки. Не видеть людей, которые только и мечтают дать оплеуху, поставить подножку, придумать очередное прозвище, еще оскорбительнее, чем предыдущие. Будто маячки делали меня чужаком, каким-то монстром. Очкарик невероятно было, да? Взор мазнул по рисункам, развешанным на стенах. Я не считал себя великим художником, но Оля попросила повесить. Только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим друзьям тоже не нравилось, как я рисую, а ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит холодно: вы не туда попали. Или Антона нет. Антона нет. Я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежал в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу? Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенными линзами? Папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, моей маме. Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом, бетонный, 9-этажный, жужжал соседским перфоратором, бубнел телевизором за стеной, плакал на семейство. Теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, был совсем другим. Днем тихий и покладистые тени отдыхают в углах, в паутине чуланов под лестницей. Но ночью они просыпаются. Что-то происходит на меня из угла. Что-то происходит на меня из углов-то. Смотрит, бля. Будто фотографии мертвых родственников с землянными глазами. Снова повисли на стену вместо моих рисунков. Кряхтят половину, стонут ржавые водостоки. Чердак населяют гулкие снеги. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, действительно слушаю музыку. Причем играет она уже давно. Где-то далеко на самой границе восприятия пела флейта. Она словно бы сливалась с воем ветра и поскрипыванием старого дома. С моими мыслями, наконец. Я встал и поторопился к окну. Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение, что никто не может играть там в холодной, заснеженной ночи. Открыть резюме. Открыл. Баста, бля. Там в поле кто-то танцевал. 4 фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Кто-то пари. Бересал. Колбах барга стёпат. Устуй бир. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивают и припадали к сугробам, кстати. Катались в снегу и ползали на четвереньках. Мне вспомнилась история о волках, играющих под луной, но это были не волки. Пиздец. Они вставали на ноги и входили в хоровод. Марка появилась вновь. Творил что-то странное.
Пляска теней, положение одновременно нагоняло тревогу. Ой, бля. Вдруг музыка стихла. Ага. Танцующие застыли, и я готов был поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур определилась от странного карнавала теней и ринулась по полю мощными передышками, преодолевая расстояние. О, босс! Она скользила... Блин, соответствовала собака. Она скользила, не оставляя вмятин. Ночь стала еще гуще и чернее. Сердце заметалось птицей в клетке. Да. Я обтрянул к кровати, успев раскрыть, задернуть шторы. Меня видели. Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темной комнате, я слышал, как снаружи возился и скрепся незваный гость, как он мечется по поводу выискивая ход. Звук ушел вправо. Обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель и укрылся с головой, словно одеялом могло меня защитить. Страх сковывал мышь. Я вдруг снова вспомнил. Вставлял как-то, чтобы... И даже под диван, скрип его, я шептал эти На слова. острове Буяне, в Синем океане, стоит домовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда, а раба Божьего Антона не тронут никогда. Бесы забудут дорогу к дому, Бесы. мертвый к мертвому, живой к живому. Штора. Сигмund жарганы тағылыр. И тут пешек. Басты, бля. Что-то походное, я быстро скормил, как я напал. Дверь заперта. Как он долго не напряжен? Мертвое к мертвому, живое к живому. Аббас, блядь, у него что-то, сука. Я подсал. И вдруг... Ну нах. Затем там на другой бутылку вот просыпаюсь. О, босс! Дверь заскрипела и отворилась. Сейчас ты увидишь. Распахнулась. Бля. Ты уграбаш, что ли? Тьма кишит проема. Опасно. Словно сама ночь обращалась ко мне, то
Черный. Вот он. Тухни Тоша днем. Антоша на тогда. Мыши с живота. Бля, пиздец, меня хахтем это и бля. Но прежде чем я закричал, темнота спросила. Ты спишь, Тоша? Пошел, бля. Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готов был вскрикнуть от облегчения. Оля, я не сплю. Что случилось? Ночь кот не смешно, бабушка. Верный призрак, что секунду на секунду сестра спросится. Она опять прилетела и пялится на меня. Прогони ее, Тоша. Прогони, пожалуйста. Я так боюсь. Что раз там я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. У меня есть идея. А пойдем к тебе в комнату, видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик? Почему у спящей красавицы принца у меня эта страшная птица? Ладно, давай посмотрим Золушку. Что смотрел на лихорадочно танцуя под луной. Тоша, ты идешь? Да, сейчас. Да-да. Сука! Долбоёб, что ли? Это чё, блядь? Блядь. Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться над Олей, и это ее собой. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы ведь здесь никого не знаем. Бля, тюленька психопаты, бля. Настырные какие. Вот нелепые мысли, что это бля, турам брат мне, бля, пиздец, тум-тум-тум-тум. Вот. Неразборчивые глаза. Он спрятался. Шкаф, под стол. За занавеску куда-нибудь прятаться. Тоша, подойди-ка сюда. Чё, блядь? Волк, что ли, опять? Он. К ногам словно гири привязали. Я поплелся в коридор. Два милиционера возвышались на пороге. Мама, завидя машину, как обычно, уже бандитов. Но сейчас она выглядела насколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Дай-ка, милиционер протянул мне фотографию. Рыжий паренек лет 8 был запечатлен на фоне ковра. Он держал на кошку и широко улыбался. Нет. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю, да и из дома-то почти не выхожу. А может, видел в окно? Да. У тебя ведь окна на лес. В окно?
Нет, не видел. Ясно. Голос его был усталым, а вот взгляд долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня так, как будто в чем-то подозревал. Его тень попадала на меня, я невольно сползся под всесом смутной вины. Наконец, отправленный взгляд, миссионер бегло смотрел по лестнице, тише, на потолке, который я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Ну да. Понемногу. Только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит. Из местных вас никто не беспокоит? Все хорошо, спасибо. Серые глаза милиционера вновь впились в меня. Отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себе воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю, ты, малец, на племеша моего похож. Шустрый парнишка твоих лет, с такими же окулярами. Все книжками зачитывался, детективами. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Как я, хотел людям помогать. Смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки. Сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В 6-м. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если узнаете что. Пенсионеры ушли, неся с собой тени запах дешевого деколона и фотографии улыбающихся мальчиков. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думал, каково ему сейчас там, совсем одному. Там почему-то я представляю лес, качающийся на ветру. Каково его бедным родителям. И что бы делали мои, если бы пропал я? Плакали, бились, стекли в истерике или обвиняли бы друг друга, как обычно, а совсем времени вообще забыли. Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так. Бедный ребенок. А что, по следам выйти не можно, что ли? Или метель все это? Сколько нас педалода? Сурас педалода. Я выглянул в окно на дорогу. Миссионерский УАЗик укатил к деревне. Словарь. Бабай. В славянском фольклоре ночной дух, воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей. УАЗик. Советский и российский грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости. Внедорожник выпускается на Ульяновском автомобильном заводе. Скаут, здорово, бро, здорово. Дальше. Тут уже вспомнил с детских детективы «Сиреный черный котенок», который я сам прочитал за лето. В нем школьники расследовали разные таинственные дела. А после захватывающих приключений, бац, и раскрывали запутанное дело. Мишка, здорово, здорово, тарха. Тюнеры ребята, да. Тюники сейчас побудей под Альбион, аньян биттим. Что это Альбион? Аску отермен юларты. Тугра зарабатывать дивиденды. Я заметил остановленную цепочку следов, ведущую к лесу. Тура тохтахта. Реферальный дах им была охота. Вот. Я заметил остановленную цепочку к лесу.
И тут в голове будто щелкнуло. А почему бы мне не начать собственное расследование? Долбоёб, сиди дома. Может, найду пропавшего мальчика? Нет. А там дадут. Вот, Оля обрадуется. И не только Оля, мама с папой. Вдруг они на время забудут про свои перепалки. Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву «Р». Одеваясь, я фантазировал, как куплю Оле тамагочи, а себе плеер и много-много кассет. Kimler кондактора барды? Ойнадық қой ден. Кондактора ден ады? Вообще целую коробку киндер-сюрпризов. Когда в последний раз родители покупали нам игрушки. Осенью, кажется, тогда папа потерял работу, ту самую, которая пелась навязчивой песни. Что за песня? Бухгалтер, песня советской женской поп-группы «Комбинация». Бухгалтер, милый мой бухгалтер, да. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтера. Считают деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости, и одной шоколадный батончик папа делил поровну мне и Оле. Бывало, я отдавал ей свою порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Сахалар гильдияларының рухына. Пойду погуляю. Ага, сейчас. С дуба рухнул, что ли? Где? Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили. Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Того хуже пронеслось эхом по Да коридору. я рядом буду. В лес не пойду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Лучше портфель собери или соли поиграй. Бля, глушила ровно двухтахтарот. Это означало, что спор окончен. Последнее слово остается за мамой. Двор. Антон, Кондом. сейчас ремня получишь. Абы. Ни шагу за порог. Это распятие. Видела столько людей, ходящих в дом, ходящих с ней навсегда. Черная словно воспитывала себя в русские пороги, долгие годы под этой крышей. После смерти бабушки с мамой собиралась снять его и повесить на стену. Папа назвал это знамением и наказал оставить распятие на его совести. Темная душная кладовка. Мама говорит, внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда. Боится, что порежусь о лезвие недавно заточенного топора. А Оля вообще не заманишь в кладовку. Она считает, что там живет бабай. Я как-то попытался побороть ее старую тусклую лампу, но смотри, ничего нет. Только паутина, папины инструменты и царапанные стены. Не поверила. А мне нравится спрятаться в шкафу, слушать, как Оля считает снаружи. 3, 4, 5 я иду искать. И берет, скрипет. Что, на кухню пойдем? Кенниге билер кейинде. Басқа ойнаған қарар.
телефонное меню вот это, да. Дверь. Открой. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли, а теперь тут только суповой набор для слипшиеся пельмени. Как же они осточертели. Океан, не, ну, партия. Лгать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось бы. Мам, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то тусклая, и экран весь в Мама резко изменилась в лице. Без ножа меня режешь. Дострелялся в уток своих. Ох, пока тоже с ним намар. Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Может быть, просто настройки сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Мама вытерла руки о фартук и хмурилась отправиться в комнату Оли. На это нет времени, мама скоро вернется. На это нет времени, мама скоро вернется. Вот. Я вышел. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я видел те силуэты. Здесь они укурились пламенем. Музыка заиграла в пустом ликующая. При свете дня те далекие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмарно, но осталось в вкусе. Отдаленный звон в ушах, запоминаю тени послушаю. И чуть слышный шепот в голове, неясный, почти ласковый. Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Будто время закончилось. Уперлось в тупик. Застокал Иисус. Тишина порой бывает страшнее криков. Родители кричали друг другу, и мы с Олей каменели, прислушиваясь к перепелкам. Но потом наступила оглушающая тишина. Квартира онемела за несколько дней до нашего переезда. И уже вспомнилось трудно, что когда-то мама с папой шутили, смеялись, проводили много времени вместе. А когда целовались при Оле, она всегда морщилась и забавно фыркала. И ведь один день все изменилось. Нечто важное ушло из нашего дома, а что-то странное заполнило образующуюся пустоту. Словно вспыхнуло пожар, связь нас от кого? Не от тех людей, не от тех людей, что они ледяными, как у мертвеца, глазами, будто они во всем видели лишь клубки. Где-то сирена. Я вздрогнул, прогоняя наваждение, и осмотрелся. Только я, это более белое поле и ветер, что гонял по снегу. Шелест от солнца я осмотрел лес, где царил мрак. На полностью необычайно темнен. Узловатые бляхтак мағантан қарамын жарыңны. Сухие ключи, макулатура изнутри. Решетка.
Или наоборот удерживается. Вылезаю с угрозы. Почти к самой границе леса и увидел вязаную варежку. Точно раненая птица сидела. Может отнести к ее пенсионерам. Их старший хоть и выглядел угрюмо, напомнил меня капитана Казанова из моего любимого образования сериала «Улицы разбитых фонарей». Такой же полный тревоги, с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный. Поможет ли мой пропавший мальчик? Вова. Босс. Послышался далекий крик, кажется, у реки. Словно сами деревья звали кого-то. Я понимал, скорее всего, кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же было что-то странное в той фигуре. Фонарь, фигура. Найти. Там никого нет, лишь ветки и корни. Ос, бля. Я на секунду отвлекся, а когда вновь посмотрел на то же место, фигуры уже не было. Померещилось? Долго, очень долго стояла тишина. Бля, стилистика-то забить смотрите. Мускулы мои были напряжены. Мускулы мои были напряжены, сердце грохотало. Любой шум я брошусь бежать, но ничего не происходило. Я вновь посмотрел на варежку. Убежать? Не, попробуем взять. Я принял решение снять одинокую варежку с ветки. Ой, бля. Ебать. Крик прокатился по полю, рассеялся вдали без эха, безнадежный на отклик. Беги, блядь. Шагнув к шинтным деревьям, я попытался снять свою находку. Она не поддавалась. Я оттянул сильнее ветку, и осталась у меня в руках. Слишком тяжелая, мокрая. Я невольно сжал ее и на снег тонко. Над сугробом заклубился парабас. Беги, блядь. Ебать. Я замер отвращением взглядом ладони. Красная. Треск веток вторгся в тишину. Не раздумывая, я бросился прочь. Кто-то мчался из темноты, ломая осенние тканки с расстояния. Ноги безумно. Сейчас хватит сапает. Утащат в чашу навсегда. Но был другой голос, наверное, голос разума.
Он придавал сил, ускорял бег. Ты сможешь не останавливаться. Позади раздался звериный рык. Такой громкий, что уши заложило. Казалось, летит не одна голодная тварь, а целая стая. Тянет на нами, можно взор и чует мой страх. Сверху этого гигантских крыло. Блядь, как теперь со всех сторон. Быстрее беги, быстрее, не оглядывайся. Я топался на одном месте, вырвав ногу из рук ловушки, чтобы попасть в следующее мир глубоко. Я продолжал тонуть, погружался глубже с каждым отчаянным рывком. Разве снег умеет так держать? Что это не снег? Что кто-то в сугробе схватил меня за штанину. Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед. Давление исчезло, и ботинок выскользнул из ямы. Одним прыжком я достиг его угрюмый фасад уже казались враждебным. Я споткнулся о порог и врезался в дверь. На ней царапина, словно пес бил на пол. Уходя на прогулку, я не заметил этого. Стук сердца. Кто за мной? Что если они уже вроде... Я вырос и тут же дверь. Ловля. Что конкретно тебе не ясно в просьбе не хлопай дверьми? А то, что он выходил, блядь, я слушался, блядь, не смущает? Я случайно. А тебе ого, по-любому воображение-то не должен был так. В туалете? В туалете? Ты где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Что? Не знаю, там... у Вадима спроси. Я и для тебя пустое место. Я испугался. Блядь, говорю, как ты... У отца сигареты пропали. Признавайся, ты их стащил? Курить бегаешь? Там за мной кто-то гнался. И я думал, меня... Гляди, вон же они. Прямо у забора.
Ну, понял. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Они гнались за мной, словно за зайцем. А вдруг они бешеные? Что если они нападут на Олю? Мам, Вот бы твой отец их всех перестрелял. мама, они живые. А что? Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Не маленький ведь уже. Мам, смотри, это Вовина варежка. Ну того, про которого утром милиция спрашивала. Она вся в крови, на дереве висела. Вон там, могу показать. Давай в милицию скорее позвоним, как нас участковый просил. Мам, гляди! Фу! А ну-ка прекрати сейчас же. Оля тебя услышит, с ума сойдет. Она и так не спит, на все подряд жалуется. Еще и ты со своими шуточками. Это инде воображение Таня аламахдыр бірақ баба. Иди сюда, паникер. Да не стой столбом. Вот, таблетку на. Быстро пей. Я уже пил сегодня, за завтраком. Попререкайся мне еще. Сказала дома сидеть. Нет же. Был бы отец, выпорол. Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. Что со мной происходит? То ли таблетка подействовала, пришло. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Раздевайся. Уснул, что ли? Нет, мам, просто задумался. Интересно, о чем же? Так, глупости всякие. Точно все нормально? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Все нормально, мам. Хорошо. Дом будто изменился. В чем? Я неспешно разнес.
Мне очень нравится ход твоих паршивеньких злобных мыслей. Я мечтаю стать художником с тех пор, как папа купил мне первый комикс. Мгм. Один из ящиков стола. Точно сова. Оля? Пазл. Оля, очень смешно. Попался! Ревни. Да я сразу понял, что это ты. А я все видела. Да ну, Что ты спрятал? ничего, просто... Ты что-то украл и теперь прячешь? Ты вор? Что? Глупая. Ничего я не крал. Покажи тогда. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Клянусь маминым сердцем. Не говори так. Это чья-то варежка? Один мальчик потерял. И сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям. Ему, наверное, там очень холодно. Его найдут? Обязательно.
Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Ой, блядь, вот он. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Боится? Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Словно пытался отвести его подальше. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут. Кучу всякого, как в поле чудес. Клево же. А что, если эта сова его утащила? Ерунда. Не может сова поднять человека. Но вот что... Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то... Как бы сказать... Проклятый, что ли? Как в сказке? Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Я видела, как ты убегал. За тобой кто-то гнался? Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. Так и умру тут от скуки. Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились. И мы бы все вместе играли, как раньше. Ага, а если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Тоша, пойдем Аладдина смотреть. Вымотался я. Что-то не хочется. Ну пойдем. Мне скучно одной, а мама занята все время. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Да я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там потом такое. Ну пойдем. Давай попозже. Рассказать тебе, чем все закончилось? Утром расскажешь. Утром не захочу. Придумала. А давай в прятки. Нет, Оль. Тогда нарисуй мне динозавра. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Да оставь ты меня в покое! Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. Пойдем. Питера Пэна посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Не усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ура! Трипи! Сыри! Попса! Ну, почти. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Только утром свежий привезли, как ты любишь. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Опять ругаться будут. Спорим, не разолью. Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока.
Включить. Разговорный нема бахты. Мен сақамал нинди ханалдым. А так же банит. Bizde Kinder sürpriz bir game oturdular. لا بدي نستلقي звук. Перемакалываем. Ты не смотришь без меня? Нет, садись. Мама с папой опять ругаются. У них сейчас период такой. Глупый какой-то период. Может, и нам родители собачку купят? Ага, как же. В Небыляндии у меня будет своя собственная собака. И кошка. И попугайчик. А у тебя все молочные зубы выпали? Конечно. У Питера Пэна зубы молочные. Вдруг со взрослыми зубами тебя не пустят в его страну? Мы что-нибудь обязательно придумаем. Попросим папу исправить тебе возраст в паспорте. С чего это папа будет документы подделывать? Будет. Мама говорила, что он так делал. А я подслушала. Смотри, уши вырастут, как у Дамбо. Нет, это нечестно. Он крутится как пчела, он летучий дьявол.
Тоша, скорее, штору задерни! Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Уже темно, а когда темнеет, прилетает сова. Я боюсь. Urut oğa jadını kulaçı eme karangıga ıştoranı havara dakbit havan hen. Karangını kablıqqa havaganın. Ebe bunu kutturat. Tüdün takka bakka deyini. Öylühün tüdün isıga jahına zoskay bolaç. Тоша, мама думает, что я напридумывала про сову. И папа считает, что раз я маленькая, это значит врушка. А сова есть. Вот честная-пречестная, есть она. Ты же мне веришь, что она там и каждую ночь прилетает и... Я тебе верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. У них и так хлопот по горло, они только рассердятся. Ты мне говори, если что случится. И в окно не смотри. Ну, она хочет, чтобы я смотрела. Перехочет. Притворись, что ее нет и не было никогда, что она выдумка, как родители говорят. Ей ждать надоест, она улетит. Jar blin metrish haqlanır. Bir de sakar. Okşi krüçe pideyl oluyor davdimet. Хорошо, Крюк. Тогда ты свободен, можешь уплывать. Никогда больше не возвращайся. Довольно баловства. Завтра первый день в школе. Ложись, тебе надо выспаться. Не хочешь же ты, чтобы тебя все дразнили Соней? Эпизод 2. Время поиграть. Бух пидоргаджер пропал ребенок.
Bu. Hı. Стрелки сейчас. Кто это у тебя сзади? Неңе кошко доллар таарым бар. Переставим. Области даже так надо, что ли? Второй блин, калимер. Сейчас вернусь.
Жара. Продолжить. Я долго заснул, смотрите, я нахтым. Тача канал кивит, карула. Партнер очки на удачу. Хотя, ничего случае. Извини. Да ну нахуй. Ой, бля. Или отвечают. Ребята, как станут? Bu школа var nerede? Boş, birinci avda Screamer'dir. Есть здесь кто? Я есть. Дир. О, деревня.
Чего крадешься? Душу мою украсть хочешь? Чего молчишь, несмышленыш? Язык вырвали? Слушай, а я тебе еще и нос откушу. Будешь знать, как совать его в чужие дела. А я... Просто в школу иду, а тут ты. Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит? Унтулар имит. Извини, я не хотел. Значит, не хотел. Ну-ну. Как тебя зовут? Меня Антон. А тебя? А меня нет. Ты здесь живешь? В поселке? Нет, глупый. Лисы не живут в поселках. Хочешь сказать, ты живешь в лесу? Из какой норы ты вылез? Конечно! Лисам среди людей не выжить, пока они лисы. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? На утренник идешь?
Видел бы ты свою маску, сладенький. Что за девочка, блядь? Ого, меня явно не туара такан балау полах. Тут, маска, когда бандит там котабду. Ничего. Сектанарда. Скоро проснутся настоящие звери. Спроси-ка лучше у них, где они взяли свои человеческие лица. Так ты в школу идешь? Ах, ну какой же дурачок! Так ничего и не понял. А ты чего обзываешься? Не хочешь отвечать, и пожалуйста. Никто не требует. Ой, да не дуйся. Гляди-ка лучше. Ты нравишься Жульке. И не только ей. Баст. А кому еще я нравлюсь? Эй, ты знаешь что-нибудь про Вову?
В ночь, когда пропал Вова, я, кажется, видел, как кто-то похожий на тебя плясал под моим окном. А что, ты тогда испугался? За себя или кого-то еще? Ну так слушай меня внимательно, мальчик по имени Антон. Это большой и страшный лес. И я не единственный его обитатель. Другие звери уже знают о тебе. Берегись нас. Этой ночью мы опять придем. Пока ты со своей семьей будешь спать, подкрадемся близко-близко и станцуем Макарену! Чё? Чего, блядь? Эй, Макарена! У тебя прямо челюсть отвисла, Антоша! Видел он меня ночью у своего окна, ага, как же! А ты случаем не местный дурачок, нет? Меня не отпускают гулять так поздно. Здесь, знаешь ли, дети пропадают. Ой, да не тереби ты окуляры свои. Я раньше тоже близорукой была. Лучше послушай меня. Может быть, ума наберешься. Лисичку как обычно называют? Плутовка? Ох ты ж! Да как ты меня? Ой, прости. Да шучу я! Конечно, плутовкой. Если ты ловкий и смелый, не боишься с плутовкой водиться, я, так и быть, помогу разыскать этого Вову. Ты же неспроста его ищешь, да? Знаю, почему дети повадились соваться в наш лес. Порой там можно найти много всякого интересного. Я вот однажды нашла целый сугроб конфет и купалась в нем. Да так, что челюсть слиплась. Посмотрите-ка, какой недоверчивый. Ну-ну, а что ты на это скажешь? Угощайся. У меня их полные карманы.
Это же... Это... Теперь понял, что можно найти в лесу? Только на твоем месте я бы туда в одиночку не ходила. Тебе вон от жвачки в забу дыханье сперло. А представляешь, что с тобой будет, если найдешь чемодан таких фантиков? Голову напрочь снесет, и пиши пропало. Может, Вова тоже нашел сугроб сладости и теперь кувыркается в нем? Слушай, вдруг он решил остаться в лесу? Тогда, наверное, ему очень холодно в одной варежке. Или с ним что-то случилось в пути. Что-то страшное. Дикие звери? Это, по-твоему, страшно? Ну, не знаю. Не знает. Уж не с двоечником ли я подружилась? Я хорошист. Бел да пушист. Пойдешь со мной, хорошист Антон? Найдем твоего Вову и сам его спросишь, что он нашел в этой пуще. Ведь пока мы вместе, никто тебя в лесу не тронет. Вот увидишь. Я тебе не верю. Ты думаешь, я врунья? Да и пожалуйста, мне никогда никто не верит. Не обижайся, пожалуйста. Лисы бывают и добрыми. Ну, как в сказках. Мне бы только понять, что ты за лиса. Тогда пойдем со мной в лес, и ты все обо мне узнаешь. Но не сейчас, а когда рассветет. А то тебя, бедного, всего аж потряхивает. Того и гляди, кондрашка хватит. Айда, провожу тебя до школы. Ну, если тебе по пути... Ой. Вышли спортден шапкалы охот. Туй ол. Буде. Нормально. Это был типа Блырги время. Где-то 90-е или 80-е годы. Рава.
Как тебя зовут? А, ну конечно. Имена, имена, имена. Людям непременно надо вешать ярлыки на все подряд. Ну и как бы ты назвал такую лису, как я? Даже не знаю. Мальчик трахать буду. Наратыр. Область. Но я читал про лису по имени Алиса. А что? Я не против. Пусть будет Алиса. После уроков жду тебя на заднем дворе. Возле повешенного. Что за повешенного? Возле кого? Не опаздывай. Я после школы сразу домой. Эх, Антоша, Антоша, это я тебя так просто отпустила. Другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками и вцепятся. Клещами не оторвешь. Попомни мои слова. Область. Антоха! Видишь его? Я же говорила.
Угу. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. Екатерина, возьми, пожалуйста. Неблагодарный. Топай речи, мудак. Я новенький. Мне вот сказали к вам подойти. Так, камера.
Все, я тут. Продолжаем. А фамилия-то как? Петров. Петров Антон денет. Понял. Громче говори. Чего мямлишь? Петров. Нет такого. Ты не ошибся? Нет такого в списке. Мне сказали, 204 кабинет, Лилия Павловна, 6 В. Что за бардак? Понаберут студентов. Только знает, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит. А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою. Доску вытри! Эй, очкарик! Ты чё, не только слепой, но еще и глухой? Доску вытри, говорю! Ну что мне с тобой делать-то? Куда сажать, а? Давай-ка сядь, наверное, с Семеном. Он все равно один. Еще чего? Ты опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать? А чё она мне сделает? Не она, так я тебе сделаю. Рюкзак убрал быстро. Тулуп доды. Я могу за последнюю парту сесть. Там, кажется, свободно. Ладно, садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы еще поговорим. Чтобы подошел после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Вот и хорошо. Начнем урок. Тема: традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать».
Эй, ты чё пялишь? Алло. Где? Прости, ты в порядке? Я... Нет, ну вы посмотрите на него. Облапал меня прямо у всех на глазах. Я сейчас все маме расскажу. Тебя из школы выгонят, извращенец. Я нечаянно, меня толкнули. Все видели, слепых среди нас нет. Толкнули? Чё, правда? Вот так, да? И чё ты сделаешь? Вот это плохо. Слушай, ты... Давай, давай, продолжай, очкарик. Чё примолк-то? Нам всем очень интересно. Если еще хоть раз меня тронешь... Натронул и чё? Еще хоть раз! Тронул! А вот еще! Ой. И еще! И еще! И еще! Чё ты мне сделаешь, мямля? Ха! Стопэ! Лена! Лилия Павловна! Лилия Павловна! Петров Бабурина ударил! Тебе пиздец!
Привет. Здравствуй. Круто ты ему врезал. Это вышло случайно. Почти. Вроде Семен раньше таким не был. Он к нам недавно перевелся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Семена даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? А ты вот молодец. Не струсил. Угу. А ты за рекой живешь? В том деревянном доме? Ну да. Там, наверное, страшно. Да еще через лес идти. Я бы так не смогла. Да не так уж там и страшно. А что тебя так пугает? Да так, ничего. Меня, кстати, Полина зовут. А меня Антон. Ну, это я знаю. Слушай, Антон. А что ты делаешь после школы? Ничего такого. У меня сейчас занятие, скрипка, а потом я свободна. Дедушка мне репетитора нанял. Наш учитель музыки, он же скрипач. Здесь, в поселке, ему некому преподавать. Только мне.
Тут говорят, что у нас в поселке маньяк завелся. Раньше со школы меня всегда дедушка забирал, но в последнее время ему не здоровится. Ты не подумай, я не трусишка, просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. Антон, ты сможешь проводить меня до дома? Сегодня вряд ли получится. Ты же знаешь, Семен, скорее всего, караулит на школьном дворе. Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски. Глупости какие. Бляха, совсем не тут. Кино час. Ты господи. Дед полно почти. Ладно, на второй часть кадры было. Без завораживания. Вслух ага тамарымын зайбалсы болалым. Испара алырын, так что бәғдім яғын, әғыр күтірмей дәвәпінде күдік. Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Со своими дружками набросятся всем скопом, опомниться даже не дадут. Но если мы пойдем вместе, это их ошарашит. Я же не только первая скрипка на деревне, я ведь еще и девочка. Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Представляешь, у них кодекс чести такой. Ой, мне на музыку пора. А ты играешь на чем-нибудь? Увы, не играю. Жалко. Ну ладно, я побежала. Пока! Пока!
Канарон, ману. Сюда интереснее будет. По-любому. Стегнул, взял. Авантюрист. Тень достижений видно. Пичоу, дрова. Зайчиктен, они. Типа хоррор образец, психологический твора. Тугання. Извините. Ближе, мой сладкий. Отдай свое сердце! Отпор не дал, сердце потерял. Да ну тебя! Ох ты ж! Гадкий мальчишка! Да, вот такой я! Ты хитер, да мы хитрей. Ловок ты, да мы ловчей. Ха! Блять!
ладно тебе. Не больно же совсем. Вот так. 1-1, Тоша. Желаешь отыграться? Мы хотели поискать Вову, помнишь? Лучше поторопиться, а то меня родители станут искать. Родители. Как скучно. Да не будь ты таким занудой. Давай чуть-чуть поиграем. Все равно тебе дома тоскливо. А ты откуда знаешь? Тоже мне тайна. Со взрослыми да в 4 стенах тоска смертная. Всегда. У меня от стены взрослых нервный тик. Вот. Ха. Ну же, Тоша, решайся. Я же вижу, ты хочешь поиграть. Если победишь... Если победишь, буду твоим провожатым. Поверь, мне есть что тебе показать. Найдем твоего Вову. А если проиграю? Душу из тебя выцарапаю, неженка. Давай, скорей.
Жулька! За мной, девочка! Малюс, жалься! Выбираю! Да все, живи! Спасибо, добрый рыцарь! Живи, живи! Научил бы меня жить, раз умный такой. Молчи, ты умерла уже! Тоже мне помеха. Давай сыграем в кое-что поинтереснее. Ха! Раз, два, прилети, сова. 3, 4, 5. Время поиграть. 6, да, 6. Дыбом волчья шерсть. Семь, 8. Бьем копытом озимь. А я тебя недооценила. Думала, ты просто мальчик. А ты зайчик! Шустренький, хорошенький! Я тебе дам, зайчик! Дай мне зайчика, дай! Зайчик, выходи скорей! Мясом накорми зверей! Все, ты победил! Ай-ой. Пожалуйста, давай немного отдохнем. Ты слишком быстрый, слишком сильный, лакомый слишком.
возле мокрых сосен. Страшно в лапы волку, серому попасть, думает о лете, прижимает уши, на небо косится, небо не видать. Öldürergin wagt. Тоша! Тоша! Да, Оленька. Тоша, а куда? Куда так скачешь, чмошник? Ну, здорово, Антошка! Хе-хе, не вышло сдрыснуть, да? Очкарик в жопе шарик на. Алиса! Где Алиса? Что вы с ней сделали? Какая еще Алиса? У тебя чё, кукуха поехала?
Не ссы, ща вмиг вылечим. Ну как, полегчало? Глядите-ка, пацаны, а здесь он не такой борзый, как в школе. Ага, вылитый терпиловна. Ты, сука приезжая, не на того руку поднял. Слышь, Гондон Батькович, это что ли твоя Алиса? Ой ты, батюшки! Алиса, ко мне, сучка блохастая! Иди сюда! Иди, дам кое-чего! Ромка, она ж больше срать не сможет. Давай теперь я. Второй раз ебану, минус на минус даст плюс. Чего ты, баран? Втолкуй его на очкарику, где его место. Только так, чтобы он понял. Ага, за ним кофякна. Этот очкарик тебе при всем классе всек. Да без Б. Ща, парашник, я тебе этой печаткой так заряжу. Клеймо на всю жизнь останется. Стой! Бяша! Подсоби! Слыхали, как заныл? А ты случаем не педик? Че молчишь, Антошка? Отвечай, ты педик?
твари! Знаете, что мой отец... То-то педик. Пиздец, блин. Тур, блядь, сать-то нахуй. Он айкидо занимался, поняли? Он еще воевал. Таких, как вы, с закрытыми глазами убивает. Я только слово скажу, он... Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. В Афгане. А твой? И мой. Да, и в каких войсках, интересно? Да он фуфло гонит, Ромка. Бля, Будуна. Думал, меня так просто развести? Я тебя, сучонка, насквозь вижу. Ты сам себе приговор подписал. В школе тебя училка спасла, ну а теперь все. Хана тебе. Во-во. Давай, Антошка, молись, чтобы твой труп по весне нашли б. Сидел бы ниже травы, был бы целочкой. Жирного стукнул, одно дело. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. Вдашьте Марго, блядь. Сёма, ушатай-ка его. Хера ты, Майк Тайсон. Манатки, Антошка. Махаться мешает. Слышь, Фрей, расслабься, а то больно будет. Ты от нас что-то скрываешь, да? У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Ща поглядим, может, это был... Опачки! Так, а что это у нас здесь? Новый год уже прошел, мудила. Или ты реально поехавший? Это не мое! Да как не твое, В твоем портфеле лежало на.
А знаешь что? Надевай. Зачем? Надевай, говорю. Попрыгаешь перед нами, зайчик. Давай, давай! Или без штанов домой пойдешь на. Не надену. Сёма, надень-ка на него. Хе-хе. Только учти, Сёма. Если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Этот чмошник и не станет? Да погляди на него, он же дурик конченый. Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Ромка прав! Давай, толстый! Восстанавливай авторитетно! Или сам у нас запрыгаешь так, что тетяндра отцепится. Вот. Это чтобы маска хорошо налезла. Надевай, быра! А ты урою! Знаешь что, Семен? Иди нахуй. О! Ты... Ты труп! На меня смотри, падла!
Заткнись, свинья! Есть у меня подозрение. Ты не просто так перевелся в новую школу. Сбежал, да? Как крыса сбежал. Потому что сверстники бывают жестокими с теми, кто не такой, как они. С теми, кто толще их, например. Слабее. И ты решил издеваться над другими, как издевались над тобой. Ты отыгрываешься за старые обиды. Хочешь казаться тем, кем не являешься. Но знаешь, ничего не меняется по щелчку пальца. Знаешь, кем ты был? Знаешь, кто ты есть? Пацаны, Еще как... Продолжай, Тоха. Знаешь, кем ты будешь всегда? Второе имя, настоящее имя, которое дали тебе одноклассники. откуда ты? Свинья! Ай, красава, Тоха! Думал, ты сосунок, а он как жердяй уделал. Сука! Че я бабушке теперь скажу? Она меня убьет, когда увидит. Чего ты там скулишь? Тебя с параши не слышно. Мастёвина! А ну вставай и скачи, как зайчик. Только желательно подальше, а то от тебя уже дерьмом несет. Фу!
А чё на это скажешь, сука? На, скажи. Не по-пацански поступаешь, гнида! А ну гони линзы назад! Дерись по понятиям, на! Так, Пиздец, Локард. Вы чё творите? Ой, бля! На лоха позорного меня променяли! Ой! Да пошли вы в жопу! Тоже мне друзья! Да. завтра в школе тебя выцепим, хрюндель! Точно, точно! За базар ответишь, на! Горло тебе перережу, слышишь? Свинья! Мои очки. Блять. Гондон этот стащил. Зато мы ему всыпали одну сына. Завтра вот с таким фуфелом припрется, отвечаю. Ты придурки. Ну и дела. Тоха, ты без очков хоть что-то видишь? Немного. Угощайся. Спортсмен, что ли? Ха. А ты в глаза долбишься? Не видел, как он Семена четко вмазал? Да базара ноль, Mortal Kombat-на. Тоха у нас Рокки Бальбоа. Тогда уж Иван Драго. Курим одну на двоих, гони Жигу. Тоха, что я сказать хотел? Не держи зла, брат. Мы тебя на вшивость проверяли. А то очки эти, еще и маска. Меня, кстати, Ромка зовут. Это вот Бяша. Ты не очкуй. Со свиньей мы лично пообщаемся. Ага. Пойду пока сумку соберу, а то темнеет.
Готов, Тоха? Ладно, пацаны, мне пора уже. До свидания. С кедрами закорешиться решил. Мы здесь, вообще-то. Деревья хреновые, кенты. Бляки. Ты не ссы! Мы тебя до дома доведем, а то ты как слепой котенок. Так здесь живем и сгниешь. А почему тебя Бяша зовут? Потому что я волк в овечьей из Курина. Брешешь. Пургу гнать — это он умеет. А звать его так, потому что блеет, как овца. Все после того, как из черного гаража живым выбрался. Видишь? С ним так всегда, как об этой херне заговоришь. Ты сейчас о чем? Ты серьезно про эту страшилку не знаешь? На черной улице. В черной подворотне стоит черный гараж. И он знает о тебе все. Где ты живешь, что любишь, с кем дружишь. Наверняка слышал о пропавших детях. Это тут не первый год происходит. Все местные знают, кто здесь замешан. Даже взрослые. Вообще, везет тебе? Ты вон в лесу, считай, живешь. Он к тебе так просто не сунется. Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. А у нас эта хрень может где угодно поджидать. Иногда в конце переулка или возле дома. А еще идешь такой себе ночью, и тут он стоит, где совсем недавно пусто было. Дверь открыта, внутри мрак, и тут как? Ладно, проехали.
Тока, а вот скажи, нахрена вы-то сюда переехали? У отца тут новая работа. И мама в поселке раньше жила. Давно еще при Союзе. Здесь же нечего делать, только гнить. Ну или как Бяша, по лесам шастать. Он у нас турист. Летом целую неделю в палатке жил. Здесь, рядом. Прикинь? Хотя от мамки его звезданутой я бы сам в лес сбежал. Жараблин кичет эти данные бетерих пит пока стрим. Сейчас карар было по. Иди звонить. Слышите? В лесу кто-то бродит походу. Высоченный, причем с нашей скоростью идет. Эй! Кто-нибудь видел? Пойдемте скорее, а то вечереет. А вы знали Вову Матюхина? Мальчика, который пропал недавно. А разве мы не его ищем, сладкий? Ха, бля. Что ты здесь? А ведь я тебя потерял. Потерял, потому что зазевался. И давно ты за нами идешь? Что значит давно? Я всегда была рядом. Да и за кем? За вами.
там же. Мы собирались искать Вову. Просто... Это здесь. Здесь? Я слышу его запах. Может, Вова играет с нами в прятки, и он решил спрятаться внутри? Блядь, нет вариантов, что ли? Наверное, со стороны... Антон! Антон! Я здесь!
Мертвые к мертвым, живое к живому, мертвые к... Ну же, скорей! Попробуй его на вкус! Не надо! Я же говорила, хозяин! Это наш зайчик. Позаботься о нем. Тебе! Перри! Зайчик. Антон! Вот ты где. Ты совсем сдурел? Это вообще как понимать? Язык проглотил? Одноклассники твои к нам пришли. Сказали, ты сбежал от них в лес, в самую чащу и... Что это за дрянь ты напялил? А? Так, пойдем отсюда скорее. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Чтобы дома ни слова, ясно? Ни единого намека, где я тебя нашел. Да, пап.
Помни, пока ты со мной, никто тебя здесь не тронет. А вот и мы. Явились, не запылились. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Да в школе поди забыл, простофиля. Весь в тебя. Ну ничего, есть же запасные. Проживем как-нибудь. А я лису увидела! То сова, то лиса. Когда ж тебе надоест? Правда, правда! Такая пушистая! Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек. Она меня позвала, а тут мама вышла, и лиса убежала. Не было там никакой лисы. Не выдумывай. Не подходи к ней. Ты чего, Тоша? Не подходи, слышишь? Ну, лиса ведь укусить может. Это ж была не настоящая лиса. Расскажи ему, Оль. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. Только она была взаправду. Видишь? Эх, семья поехавших, что ли, заебал. Еще раз увидишь ее, беги. Bulanık bir tane nispette giyip gidiyorum bu karar dağını. Да. Onun streamin alarıqqa bolu. Tüm bolu. Выход. Koşu 2 частый репит. Aslında strimlik bit.